На этих кадрах проект строительства храма святого великомученика Евстафия Апсильского в городе-герое Ткварчал. И право на возведение этого величественного объекта может быть предоставлено одной из строительных компаний, зарегистрированной или организующей свою деятельность на территории Республики Абхазия. Это одно из главных условий для участия в тендере. Кроме того, необходим опыт работы в строительстве не менее 10 лет и опыт введения в эксплуатацию построек на сумму не менее 50 миллионов рублей. У компании должен быть расчетный счет, а также документ, подтверждающий отсутствие задолженностей в внебюджетные и бюджетные фонды. Строители должны предоставить и письменное подтверждение об отсутствии претензий со стороны налоговой службы, а также имеющуюся материально-техническую базу, необходимую для проведения работ. Проектированием объекта занимается Георгий Баронин. Архитектура в данном случае формировалась на основе задания. Есть так называемый термин «архитектурное задание на проектирование», которое было сформировано отцом Виссарионом, как глава нашей Абхазской православной церкви, и в данном случае и мной. Сейчас мы заранее, собственно говоря, объявили тендер. Есть определенные условия. Уже начали подходить кое-какие строительные компании, интересоваться. У нас есть уже показать, в принципе, основополагающие документы по этому поводу. Ну, теперь мы ждем, как говорится, определенных заявок на участие в этом тендере. До объявления тендера еще в августе прошлого года был дан старт сбору средств на строительство храма в память о погибших защитников города-героя Ткварчал. Организаторами благотворительного марафона стали Духовно-нравственный фонд имени Симона Канонита и святого великомученика Евстафия Апсильского, администрация Ткварчальского района, а также культурно-благотворительный фонд Ашана, который выступил оператором по сбору средств. Благодаря неравнодушным людям было собрано 5 миллионов рублей. Однако это всего лишь маленькая часть необходимой суммы. Требуется собрать 50 миллионов. Мы обращаемся ко всем православным людям, ко всем людям, кому не безразлична тема строительства храма или тема развития города Ткварчал, как города, который находится в очень сложном положении и надеется очень на открытие храма и на развитие инфраструктуры в городе в связи с этим. Любой из вас может оказать любую посильную помощь в виде денежных средств, в виде строительных материалов. И узнать, как оказать эту помощь, вы можете на наших социальных страничках, на страничках храма, на страничках фонда Ашана, в социальной сети Facebook, в социальной сети Instagram. Вы можете обратиться в офис культурно-благотворительного фонда Ашана. Тендер достаточно, я думаю, в этом смысле целесообразен, потому что эта постройка, собственно говоря, будет вестись на народные деньги. Поэтому мы заинтересованы, чтобы те строительные организации, которые непосредственно подключатся к этому тендеру, имели это в виду. У желающих принять участие в проекте есть возможность ознакомиться с условиями строительства храма подробнее. Каждый четверг у нас определенная вилка во времени, при которой именно представители тех строительных организаций, которые хотят у нас поучаствовать, у нас будет в это время присутствовать все заинтересованные лица, при которых, чтобы мы могли дать полную развернутую информацию по проекту. Отбирать строительную компанию будет попечительский совет, который состоит из 21 участника. С дополнительными критериями отбора для участия в тендере можно ознакомиться на страницах храма в социальных сетях, либо по телефону 964 92 10. А 20 февраля в честь начала строительства храма в Ткварчале пройдет праздничный концерт. Когда начнется процесс строительства, будут установлены онлайн-камеры, и каждый из жителей республики сможет наблюдать за тем, как идет возведение объекта. Гугуца Вардания, Дэвид Анкваб, Абхазское телевидение.